В эфире программы «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Геополитическая нестабильность, какие страны лучше временно не посещать и как действовать путешественникам из Якутии. Узнаем подробности. С 1 марта в России вступили новые правила оплаты ЖКУ. Узнаем, какие именно. Пленские подрядные организации приступили к расчистке центральных улиц от снега впервые в текущем году, выведя технику на уборку дорожного полотна. В Доме дружбы народов состоялся форум народных мастеров, где обсудили перспективы развития традиционных художественных промыслов и меры поддержки ремесленного сообщества. В Нерюнгринском районе сегодня большое событие. 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны. Расскажем подробнее о юбиляре. Сохранять спокойствие и воздержаться от посещения стран Ближнего Востока с нестабильной геополитической ситуацией. Министерство по внешним связям и делам народов Якутии выпустило рекомендации землякам. Подробнее о ситуации в Дубае с первых уст и о советах якутянам смотрите в материале Вероники Таюрской. В выходные мир потрясла новость о нападении США Израиля на Иран. В свою очередь, мусульманское государство нанесло ответные удары. Под ракетную атаку попали Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время в стране находится около 100 тысяч россиян, как туристов, так и проживающих в ОАЭ. Ночью нас разбудили, соответственно, сказали собираться, отвезли в аэропорт. В аэропорту людей дозированно привозят, не так много, то есть прям работа слаженная. Быстро прошли регистрацию. Сказали, что да, рейсов нет. Но мы же сами из новостей видели, что рейсов нет. Когда первый самолет полетел из Абу-Даби, мы выдохнули. Люди без паники, никаких дефицитов продуктов или еще чего-то вообще нет. Некогда безопасные и любимые россиянам курорты Ближнего Востока стали местом опасности. Туроператоры советуют не рисковать и предлагают выезжать в страны Юго-Восточной Азии, а именно в Китай, Таиланд, Вьетнам. По информации ГАВС Якутии, их туристов нет в странах военного конфликта. Что касается нашего агентства, на данный момент у нас нет туристов в данных странах, то есть, скажем так, нас немножко пронесло, но у нас есть туры, но на конец марта. Те туристы, у которых туры на ближайшие даты, туроператоры, они аннулируют с полным возвратом денежных средств, либо можно переориентироваться на какое-то другое направление. Туры, которые глубиной подальше, это где-то середина, конец марта, там еще аннуляции по условиям туроператора. То есть это оплатив фактически понесенные расходы, турист может по своему желанию аннулировать свою поездку. По сообщению Министерства по внешним связям и делам народов Якутии, в настоящее время большинство вылетов из аэропортов Дубая и Шарыши авиакомпании Emirates и Fly-Dubai отменены. Эвакуация россиян проводится отечественными авиаперевозчиками. Действительно, ситуация в этом регионе, и в мире сейчас очень нестабильна. И Объединенные Арабские Эмираты, которые традиционно считаются одной из самых безопасных стран в мире, однако в настоящее время текущая обстановка в регионе, конечно, требует повышенного внимания. По нашей информации, в ряде стран и регионов, в том числе и в тех же Объединенных Арабских Эмиратах, авиасообщение с Российской Федерацией частично возобновлено, но, однако, выполняется в крайне ограниченном объеме. Количество рейсов сейчас минимально. Мы предполагаем, что будут и изменения в расписаниях, и задержки, и дальнейшие отмены. Что делать якутянам, находящимся в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Израиле? Сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за официальной информацией, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, следить за изменениями в расписании рейсов, уезжать в аэропорт только после получения подтверждения времени вылета напрямую от своей авиакомпании, воздержаться от выезда в страны, находящиеся в зоне военного конфликта, до стабилизации ситуации. Для удобства якутян создана круглосуточная горячая линия по номеру 8 914 109 83 12. Связаться с Министерством по внешним связям Якутии можно через приложение МАКС и по электронной почте. В настоящее время за помощью ведомства обратился один человек. Кроме того, россияне могут сообщить о возникшей проблеме, позвонив на горячую линию МИД России 8 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 234 11. Вероника Таюрская, Виктор Дичковский, Якутск.
В Якутске состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием первого зампреда правительства республики Дмитрия Садовникова. Одной из главных повесток совещания стало обсуждение проблем, связанных с большим скоплением снега и толщиной ледового покрова. Кроме того, поднималась тема подготовки к предстоящему сезону паводков в 2026 году. По данному вопросу будут проводиться учения в ближайших и выборочных северных районах республики. По словам вице-премьера, тревогу вызывают абсолютно все реки от небольших до крупных. Однако традиционно под особое внимание попадают Колыма, Индигирка и Лена. Также заслушали по состоянию гидротехнических сооружений Министерства экологии и природопользования лесного хозяйства. Конечно, не все, как говорится, идеально. При этом все вопросы обстоят, понятно, из финансово-экономических, как говорится, явлений. Нехватка средств дает о себе знать, но это абсолютно не освобождает нас от ответственности. Мы эти моменты следим, конечно, ставим вопросы перед финансовым блоком правительства для того, чтобы некоторые острые углы снимать накануне. В Якутии для многодетных родителей действуют специальные трудовые льготы, закрепленные в Трудовом кодексе России и поддерживаемые региональным Минтрудом. Работающие матери и отцы 3 и более детей имеют право выбирать время ежегодного отпуска до достижения младшим ребенком 14 лет, а также отказываться от сверхурочных работ, ночных смен и смены командировок без письменного согласия. Особая защита предусмотрена для единственных кормильцев. Работодатель не может уволить их по своей инициативе, если в семье 3 и более детей и хотя бы одному из них нет 3 лет. Эти меры реализуются в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и нового нацпроекта «Семья», рассчитанного до 2030 года. Март обозначил не только приход календарной весны, но и изменения в законодательстве. С 1 числа в России вступили новые правила оплаты ЖКУ. Какие именно, расскажем в следующем сюжете. Рассчитаться за услуги ЖКХ теперь можно будет до 15 числа следующего месяца после расчетного. Дата направления квитанций тоже сдвинулась с 1 на 5 число. Вопреки мифам, распространяющимся в социальных сетях, пени по-прежнему будут начисляться только после 30-го дня просрочки. Например, с 1 по 30 день просрочки пени не начисляются. Если вы не оплатили за жилищно-коммунальные услуги за февраль месяц, в период с 16 марта по 15 апреля пени не начисляются, но с 16 апреля начнется их расчет за каждый день просрочки по ставке и рефинансирования 1/300 ставка банка. Тема ЖКХ для якутян в последние годы стоит остро, но своего пика она достигла в конце прошлого года, когда жителям Сунтарского и Нюрбинского района пришли ошеломительные счета за электроотопление. В отдельных случаях квитанции доходили чуть ли не до 100 тысяч рублей. Льготный тариф он у нас рубль 52. Это льготный тариф первого диапазона. И он применяется только для жилых помещений. В ходе инструментальных обследований домохозяйств комиссией было выявлено, что очень много дворовых хозяйств используют электрическую энергию для обогрева гаража и других подсобных помещений. Тем не менее, после инцидента Госкомцен республики пересмотрел нормы. Сейчас диапазон, на который действуют льготы, расширен до 7020 киловатт-час. В ведомствах республики четко обозначают, даже если вы не успели передать показания и оплатить квитанции вовремя, система подсчитает, сколько энергии вы потратили. Расчетная система автоматически определяет средний ежедневный расход энергии за весь период. Общий объем потребления электроэнергии делится на количество дней периода. Исходя из этого среднего показателя рассчитывается ежемесячное значение энергопотребления, то есть за ежедневный расход умножается на количество дней месяца. Общее потребление равномерно распределяется между месяцами. Разберемся на пальцах. Предположим, что в силу обстоятельств вы не смогли оплатить счета за 4 месяца подряд. При этом поставщик услуг посчитал примерный расход на основе прошлых показателей. Наконец, вы передали реальное потребление, скажем, 20 тысяч киловатт-час, что выходит за первый диапазон. Но не стоит переживать, ведь в среднем за месяц вы израсходовали 5000 киловатт, что укладывается в льготу, и сумма, которую вы заплатите, будет не такой внушительной.
Нужно отметить, что льготный диапазон в республике разнится. Например, в так называемом западном энергорайоне, где люди отапливают дома электрокотлами, диапазон шире, как раз те самые 7000 киловатт-час. А в Якутске, где население использует электричество не так много, он ниже – 1200 киловатт. В любом случае, мартовские изменения в оплате ЖКУ не сильно повлияют на нашу жизнь, тем более исправных и дисциплинированных плательщиков. Ржана Гармаева, Ниргун Старостин, Якутск. В Якутии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже более 20 тысяч автомобилей переведены на газомоторное топливо. В прошлом году на метан перешли еще 904 единицы транспорта, а республика впервые вошла в топ-20 регионов России по уровню развития этого рынка. Переход на газ позволяет значительно экономить. По словам министра промышленности, затраты на топливо снижаются в 2-3 раза. Только использование 174 газовых автобусов в Якутске с 2023 года сэкономило 413 миллионов рублей и сократило вредные выбросы в атмосферу на 20 тысяч тонн. Февраль в этом году в Якутске стал самым снежным за всю историю регулярных метеонаблюдений, ведущихся с 1895 года. По данным якутского УГМС, в столице республики выпало 23 мм осадков, что в 3 раза превышает месячную норму, причем основной объем снега пришелся на 2-ю и 3-ю декады месяца. Наряду с рекордными снегопадами февраль выдался аномально теплым. Среднемесячная температура составила минус 29 градусов, превысив климатическую норму на 4 градуса. Также был зафиксирован температурный максимум для 25 февраля, когда столбики термометров поднялись до минус 3,5 градусов, обновив исторический рекорд для этого дня. В Ленске подрядные организации приступили к расчистке центральных улиц от снега, впервые в текущем году выведя технику на уборку дорожного полотна. Из-за длительного отсутствия дорожных работ на проезжей части успели образоваться высокие ледяные бугры и снежные навалы, а тротуары стали практически невидимы для пешеходов. Подробности у наших коллег. Весна идет, весне дорогу. Наконец-то ленчане могут вздохнуть с облегчением. Теперь передвигаться по городу можно, не опасаясь за свое здоровье. Третий день ведется расчистка улиц. Сегодня техника работает на улице Дзержинского. Все центральные улицы города уже приведены в нормативное состояние. А буквально неделю назад дороги выглядели совсем иначе. Такого не было давно. 2 месяца снегоуборочная техника не выходила на расчистку дорог совсем. Жители приспосабливались к условиям кто как мог. Владельцы небольших автомобилей, многие и вовсе отказались от передвижения. Не просто было и внедорожникам, которые то и дело выбивало из наезженной полуметровой колеи. Слов нету. Это разные дороги, это трасса для бобслея. Потому что в случае чего машины разъехаться не могут. А куда смотрят власти, не знаю. Ждут, наверное, какую-то аварию или... пока джип не запится кузов. Как-то всегда раньше находили средства, закладывали. Сейчас почему, я не знаю, что поменялось. Ленчане, гадая, в чем причина такого коллапса, продолжали преодолевать искусственно созданные препятствия. Что-то в этом году не очень чистят дороги. Уже вот 2-3 месяца как нечищенные. Появилась яйцеобразная посередине полоса такая, которую пересечь на низкой машине очень тяжело. Цепляем порогами, глушителем. Ну как-то так. Заезды даже во дворы, вот это большие... высокие борта, которые не позволяют напрямую заехать, приходится по диагонали заезжать, бамперами цепляем, ломаем, мешаем другим участникам движения, потому что напрямую сразу не заедешь, как полагается, приходится маневрировать. А причина одна – нехватка средств. 3 раза власти города объявляли аукцион на расчистку дорог, но так никто на него и не вышел. Слишком низкая стоимость услуг посчитали подрядчики. Но исходя из сложившейся ситуации, этот вопрос требовал немедленного решения. И оно нашлось. На сегодня у нас 10 миллионов, и вступили мы в диалог, конечно, на эту сумму у нас получится только зачистить центр города. Подрядчик пошел навстречу, выйдет, хотя, конечно, сумма не та, которая в прошлом году в месяц, но тем не менее хотя бы центр города, большинство улиц без частного сектора, подрядчик согласился выйти на аукцион. Подрядчик вышел на расчистку дорог раньше обговариваемого срока. Техника работает и днем, и ночью. 10 миллионов хватает только на одну очистку города от снега. Далее содействие пообещала оказать районная администрация, выделив дополнительные средства из казны района. Работы на март и апрель город направит нам смету, по которому то есть будут проведены определенные работы, то есть, и, соответственно, часть работ будет выполнена, в том числе и за счет средств района. То есть
Минимальный объем там, минимум 10 миллионов. Зима является одной из самых любимых пор года как и для детей, так и для взрослых. Но в этот сезон прибавляются хлопоты. Такой белый и пушистый снег, который приносит многим радость и счастье, часто становится источником проблем. Уборка и вывоз снега становятся ежегодной и очень серьезной задачей для коммунальных служб и бюджетов муниципалитетов. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» объявлен старт приема заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты» для некоммерческих организаций, который продлится с 4 марта по 2 апреля. В этом году общий объем грантовой поддержки составит 70 миллионов рублей, а максимальная сумма выплаты на один проект увеличена до 2,5 миллионов рублей. Конкурс ориентирован на НКО, зарегистрированные не менее года назад, и включает 5 номинаций: сохранение исторического наследия, помощь ветеранам и участникам боевых действий, патриотическое воспитание, создание просветительского медиаконтента и противодействие идеологии терроризма. 2 марта в России впервые отметили День наставника. Премию «Почетный наставник республики» торжественно вручили директору Момской детской школы искусств Анне Федоровой. На вручение премии почетного работника образования с более чем 50-летним стажем пришли поздравить ее ученики. Среди них народные артисты и отличники культуры Якутии. Напоминаем, что глава Якутии Айсер Николаев подписал указ об учреждении почетного знака наставникам еще в 2024 году, отмечая важность их работы в воспитании будущих поколений. Таким образом, республика внесла большой вклад в поддержку и награждение педагогов за профессионализм на государственном уровне. В Доме дружбы народов состоялся форум народных мастеров, где обсудили перспективы развития традиционных художественных промыслов и меры поддержки ремесленного сообщества. Здесь же открылась выставка-ярмарка «Якутия мастеровая», объединившая мастеров из Якутска и районов республики. Тем продолжит моя коллега Лилия Бурцева. Гостей и жителей столицы ждала насыщенная программа. Выставки, конкурсы, презентации и мастер-классы. Посетители увидели уникальные изделия, выполненные в традиционных техниках. Резьбу по кости, изготовление украшений и утвари. Особое внимание уделено работам, отражающим историческую память и связь поколений. Кроме того, в рамках программы состоялись конкурсы профессионального мастерства, в том числе по созданию панно «Узоры народов России». Мы все вместе, каждый педагог по своей специальности сделает вот такой узор. Это называется знак солнца. Я, например, вот сделала из конского волоса, как я представляю солнце. А девочки сделали вот, есть техника инвентирования, есть декор, есть вот изваляние, лоскутное шитье с кантированием, из кожи. И есть техника гельоширования. И вот такие конкурсы дают нам толчок к новому развитию. Здесь они себя показывают с лучшей стороны и сами учатся и развиваются. Участники конкурсов и выставок уже успели познакомиться друг с другом, обсудить особенности своей работы и обменяться профессиональным опытом. Общение в рамках программы позволило мастерам наладить новые творческие контакты, поделиться наработками и вдохновиться идеями коллег. Теплаки, конское убранство. Люблю вышивать. Занимаюсь 4 года. Мастерами Блюйского улуса познакомилась, из Мирнянского района познакомилась, еще с аймаконами. У кого что получается, да, обмен опыта. Все больше жителей выбирают для себя путь сохранения и продолжения традиционных ремесел. На сегодняшний день в республике порядка 3000 человек нашли себе дело по душе в сфере народного мастерства. Действительно развивается, потому что сейчас мы были на выставке, где увидели продукции, изделия, которые изготовлены уже совсем молодыми мастерами, которым 20 лет, 25 лет, 30 лет. Это означает, что есть будущее. И это означает, что у нас у народных художественных промыслов большие перспективы. Это наше богатство, это элемент нашей культуры. И мы должны дальше развивать это направление, передавая ее будущим поколениям. Яркой частью программы станет 10-е юбилейное шествие в национальной одежде народов республики, которое состоится 5 марта по улице Дзержинского. По традиции участники представят костюмы и элементы самобытной культуры народов Якутии. Лилия Бурцева, Нургун Старостин, Якутск.
4 марта – особая дата для культурной жизни Якутии. Ровно 139 лет назад в Якутске открылся первый музей, ставший центром научного освоения региона и просвещения его жителей. В знаменательную дату музей открыл новый раздел постоянной экспозиции. Подробности в сюжете далее. История Якутского музея началась 4 марта 1887 года. Тогда было принято решение создать в Якутске музей, один из первых научных центров, призванный системно изучать Якутию. Спустя несколько лет он распахнул двери для первых посетителей, став настоящим культурным центром. Сегодня Якутский музей – это не просто хранилище, а живая летопись истории края. И в свой 139-й день рождения он открывает новый раздел постоянной экспозиции, посвященный межкультурному диалогу народов Якутии. Для сотрудников музея этот день имеет и личное значение. Сергей Слепцов 20 лет назад после окончания исторического факультета пришел работать в музей. Сегодня он возглавляет сектор истории. В новой экспозиции представлены как ритуальные атрибуты, так и предметы быта 17-20 веков. Один из сюжетов этой выставки – это тема льва и единорога. Вот, лев и единорог – это такие символы, проникшие в Россию в 16-17 веке из Западной Европы, и которые были сюда привнесены переселенцами с русского севера. К 19 веку эти символы проникли, например, в якутскую традиционную культуру. И множество предметов, изготовленных якутскими мастерами. Познакомиться с многовековой историей и культурой народов Якутии в праздничный день приехали и гости из Магаданской области. Я вообще первый раз в Якутске, и надо сказать, в музее тоже первый раз. И так получилось, что мы приехали на день рождения музея. Экспозиция очень большая, интересная. Хочется пожелать музею процветания. Надеюсь, туристов будет приезжать еще больше с разных регионов России. Сегодня в фондах музея хранится более 100 тысяч предметов и коллекций, и работа по сохранению и обновлению экспозиций продолжается. Планов у нас много. Мы в первую очередь обновим экспозиции, которые у нас находятся в наших филиалах. Это в Романовке. Она будет посвящена истории городской повседневности. И Максима Кировича Амосова мемориальный дом. И музей государственности Аюнского. Это наши планы ближайшие только на этот год. Якутский музей вновь подтверждает свой статус хранителя истории. Для него это 139 лет пути. Для сотрудников годы личной преданности делу. И именно через людей, их труд и любовь к своему краю продолжается живая ткань времени. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. В Нерюнгринском районе сегодня большое событие. 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Валерий Спиридонов, житель поселка Чульман. Ветеран войны и труда, почетный гражданин Республики Саха-Якутия и Нерюнгринского района. Подробнее о юбиляре расскажут наши коллеги из Нерюнгри. Валерий Спиридонов – единственный участник Великой Отечественной войны, проживающий в Нерюнгринском районе. В возрасте 18 лет Валерий Михайлович был призван в ряды советской армии. Служил пулеметчиком, связистом, командиром танка Т-34. Был ранен в бою. За героизм и мужество награжден орденом Отечественной войны, медалью за победу над Японией и многими боевыми наградами. Меня сегодня прямо распирает необыкновенная гордость. Я уверен, что это чувство живет в душе и в сердцах каждого из жителей нашего района и нашей республики. Потому что Валерий Михайлович – это человек-легенда. Это настоящий человек. Жить рядом с таким человеком – большая гордость. И это дано не каждому. Поэтому давайте будем гордиться нашей живой легендой. Валерий Михайлович, с днем рождения! Для поздравления юбиляра собрался полный зал гостей. Для всех присутствующих Валерий Спиридонов – пример стойкости, преданности Родине, уважения к труду и ответственности перед людьми. На празднике собралась и большая семья Валерия Михайловича. Сегодня очень волнительный, конечно, день. Меня тут растрогали до слез. Ваше мероприятие, конечно, очень понравилось все. Я хочу поблагодарить всех, которые организации и друзей, родных, да, всех, которые стали уже, частью нашей семьи, наверное, за те добрые дела, которые они делают, потому что поддержка потрясающая. Мы всегда чувствуем вашу заботу и благодарны очень. Валерий Спиридонов поблагодарил всех присутствующих за поздравления и подарки и сам сказал много добрых пожеланий своим гостям. Никакого секрета у меня нет, я не знаю, чем поделиться с вами. Живу, как все остальные, по-моему.
Ничего особенного не делаю, чтобы расти, чтобы жить. Кроме утренней зарядки, больше ничего. Жизнь, боевая и трудовая героическая биография Валерия Спиридонова – это живая история Нерюнгринского района. Честь, гордость и достойный пример для молодых поколений. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сразу после новостей продолжит специальная передача о юбиляре. Ну а мы желаем крепкого здоровья Валерию Спиридонову и благодарим за подвиг, труд и пример стойкости. Ну, а на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.